Очень часто президентов, спустя какое-то время президентства, обвиняют в том, что они перестали слышать свой народ. Во-первых, что это значит? Что значит перестать слышать свой народ? И как вот внутренне возможно себя от этого огородить? И вот как вы говорили, не потерять связь с реальностью. Вы наверняка об этом думали. Во-первых, это не всех президентов в этом обвиняли. Вряд ли в этом можно обвинить первого президента Республики Абхазия. Да? И справедливости ради надо сказать, что и второй президент Абхазии, Сергей Васильевич Багавшин, тоже был близок к народу. Я и не могу сказать, что Рауль Джумгаевич Хадиба не был близок к своему народу. И, кстати, вот в отношении Рауля Джумгаевича очень много было несправедливой критики, но я совершенно точно могу сказать, что этот человек ни на 1 миллиметр не сдал национальные интересы Абхазии. Я вам хочу просто напомнить один эпизод, когда в 2015 году я, будучи министром, выступал против продажи недвижимости. Помните, у нас проходил здесь экономический форум. И я вступил в дискуссию, выразил свою точку зрения, хотя тогда генеральная линия была немножко другой. Вы помните. Рауль Джумгаевич как президент имел и полномочия, и возможности меня отстранить от работы, как-то повлиять на меня, но он этого не сделал. Наоборот, он всячески поддерживал возможность выражать свою точку зрения. Поэтому я не могу сказать, что все президенты не слышат свой народ. Что касается последнего президента, это же всем известно, что он большую часть времени проводил за пределами Абхазии. Но как можно слышать свой народ, находясь за пределами Абхазии? Надо ездить, общаться с людьми. И не тогда, когда какая-то есть проблема, а находить время, приехать в село, пообщаться с людьми, рассказать им о том, что происходит, что получилось, что еще не получилось, что планируется. Ничего от президента не убудет. Абхазия довольно небольшая страна, в течение часа-полутора можно оказаться в любой точке Абхазии. И для меня лично это большое, огромное удовольствие общаться с нашими людьми. Ведь наш народ очень терпеливый народ, очень мудрый народ. Если честно, открыто работать, во-первых, не преследовать свои какие-то личные интересы, корыстные какие-то интересы, а открыто, по-человечески доносить ситуацию, то с большим уважением, во-первых, к тебе будут относиться. Вспомните времена блокады. Может, вы не помните, вы совсем были ребенком, но я хорошо помню, это были тяжелейшие годы. Но люди с пониманием относились, потому что Владислав Григорьевич открыто объяснял, что мы заложники этой ситуации. Народ выдержал. Но даже сейчас, вы вспомните, у нас не было какой-то период времени, 2-3 недели электричества. Очень это сказывалось в нашей экономике и так далее. Но наш народ с пониманием к этому отнесся. Надо уважать наш народ. И наш народ есть за что уважать. Это героический народ. С народом надо общаться, быть надо открытым. И я считаю, что как раз ограничивало экс-президента быть открытым в том, что и помыслы у него были нечистые. А если у тебя помыслы чистые, если ты делаешь действительно то, во что ты веришь, то, что ты считаешь принесет пользу твоему народу, твоему государству, наоборот, это одно удовольствие общаться с людьми. И даже если будут оппоненты, с ними тоже можно общаться и доносить свою точку зрения, приводить свои аргументы. Это нормально. Кстати, это в рамках наших абхазских традиций.